Добрый вечер. В эфире Якутия Лайф. Эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Лето подошло к концу, и за шелестом осеннего листопада теперь отчетливо слышен школьный звонок. Каждый наверняка помнит свой первый день в школе. Нас вели за руку родители, и внутри было непередаваемое ощущение, словно сейчас разгадаешь какую-то тайну. Школа – это важнейший период жизни любого человека. И хоть 11 лет обучения кажется первокласснику целой вечностью, они пролетают как одно удивительное мгновение. В мире множество разных систем школьного образования. В каждой стране свои методики, системы оценивания, традиции. В сегодняшней программе мы решили подробнее узнать об особенностях школьного образования в разных странах. Тема нашей программы – «Школа у нас и за рубежом. Сходства и различия». 1 сентября – это линейка, встреча с друзьями после каникул, новые знания. Учителя вновь открывают двери любимым ученикам, родители вовсю готовятся к новому учебному году. Готова школьная форма и собран портфель с учебниками. И по традиции школьники с 1 по 11 класс несут учителям цветы. Ведь 1 сентября – это настоящий праздник. В Якутии в этом учебном году, как и по всей России, торжественные линейки в День знаний в очном формате и на открытом воздухе. В 2021 году более 16 тысяч первоклассников пойдут в школу. Помимо обычных общеобразовательных школ, 1 сентября открывают свои двери и детские школы искусств. Сегодня у нас в студии директор детской школы искусств номер 1 городского города Якутск Ирина Петровна Лас. Здравствуйте, Ирина Петровна. Здравствуйте. Ну, как мы знаем, в 2012 году российские школы дополнительного образования перешли на новые федеральные требования. Вот в чем их особенность и что изменилось? Но сегодня, когда мы говорим о детских школах искусств, конечно, мы должны вспомнить 2012 год, который стал особенный, который придал детским школам искусств совершенно иной статус. Они вошли совершенно новой главой федеральный закон об образовании в Российской Федерации и приступили к реализации федеральных государственных требований в области искусств. Это музыкальное искусство, хореографическое, художественное, цирковое. То есть направлений становится очень много, и по каждой из образовательных программ существуют свои федеральные государственные требования, по освоению которых дети при поступлении и по окончании должны выполнить ряд программных требований и в дальнейшем защитить эту программу, то есть на итоговой аттестации. Безусловно, это новый шаг, это был очень непростой переход. Почему? Потому что были особенности и возрастные, потому что к реализации этих программ приступили дети с 6,5 лет, и срок обучения по данным программам составляет 8 лет. С дополнительным годом освоения может быть 9-й еще год освоения. И дети, которые пришли в детские школы искусств с 10 лет. И реализация этих программ и освоение этих программ проходит в течение 5 лет. И, возможно, дополнительно еще 6-й год освоения. То есть, когда мы говорим про 8 лет, это все-таки музыкальное образование, да, хореографическое, начальное, а 5 лет это, наверное, художественное и театральное, да? Ну, если я так правильно понимаю. Ну вот раньше действительно, да, вот так и было, что в художественных школах было 5-летнее образование, да. Но вот с введением федеральных государственных требований, почему разделились так сроки обучения, да, сроки реализации программ? Потому что в 8 лет дети приходят в возрасте 6,5 лет, а на 5 лет обучения дети приходят с 10 до 12 лет. Это, безусловно, было связано с тем, чтобы приблизить реализацию этих программ к общеобразовательным школам. Почему? Потому что сегодня мы говорим о том, что заканчивая общеобразовательную школу, лицей, гимназию, да, ребенок заканчивает по 9 классов, да, или 11 классов. И поэтому был очень большой разрыв, когда ребенок, допустим, заканчивал музыкальную школу, там, школу изобразительных искусств, да, и у него был перерыв для того, чтобы потом он имел возможность, например, пойти в училище специализированное. Да, то есть пойти по специальности. И, как правило, если 2, 3, 4 года у нас ноты лежат
где-то в уголке, то, естественно... Практика теряется. Да, и, естественно, потом уже никто не идет в специальность. И, безусловно, вот этот федеральные государственные требования, они приблизили возможность, да, по окончании выпускник детской школы искусств, там, хореографической школы, хоровой школы, имеет возможность определить уже себя в дальнейшем в специальности. Ну, то есть... А у вас многие из учеников вот, ну, примерно в процентном соотношении поступают именно по специальности дальше учиться? Ну, по специальности, будем так говорить, когда ребенка приводят в детскую школу искусств, здесь больше это желание Родителей, родителей. конечно, родителей. Вот в эти дни, буквально вчера и сегодня, у нас проходит индивидуальный отбор детей на новый 2021-2022 учебный год. И, конечно, ребенка приводит мама, приводит бабушка, приводит дедушка, да, потому что чаще всего из опыта мы знаем, что многие сами были выпускниками музыкальных школ, иногда их не закончили, и потом начинают родители жалеть и хотят, чтобы их дети непременно получили музыкальное или какое-то другое образование, и потом, значит, то, что не реализовал родитель, ребенок должен реализовать. И чаще бывает это, конечно, их желание, когда приводят они детей. Но идут годы. Это, конечно, трудолюбие, это усердие, да, это обязательно надо систему иметь, то есть заниматься постоянно. И не все дети справляются с этим. И, конечно, младшие классы – это, конечно, успех каждого ребенка. Родители радуются каждому звукоизвлечению, ребенок познает совершенно новый мир. Но когда наступает вот этот период, когда требуется больше заниматься, когда уже и требования совершенно другие предъявляются к ребенку, интерес начинает падать. Да? Как правило, ребенок не желает сидеть дома 2-3 часа заниматься на инструменте, да? Потому что он устал, ему не хочется. И не все дети, конечно, не каждый выпускник, не все выпускники по окончании поступают по специальности. То есть это, ну, бывает чаще всего, наверное, такой вот уже выбор самого выпускника. Иногда мы сталкиваемся с таким, что родитель не желает, чтобы ребенок продолжил, допустим, музыкальное образование, а вот выпускник желает, да, и он, ну, совместными усилиями преподавателей, да, родители переубеждают, и дети поступают. И ведь очень часто это бывает не только учебные заведения нашей республики. Нам очень приятно, когда наши выпускники поступают в Улан-Удэ, они поступают в Санкт-Петербург, они поступают в Москву. Но и, конечно же, всегда для учебного заведения, для преподавателя и для учебного заведения в целом это очень большой плюс, это очень большая гордость. Почему? Потому что мы не только обучили ребенка, да, ему дали знания, да, и научили играть на музыкальном инструменте или прекрасно владеть голосом, да, но мы и смогли определить его в будущую специальность, в будущую профессию. На какие направления в этом году вы набираете? Я знаю, что театральный, например, у вас не каждый год. Да, к сожалению, театральное отделение у нас набор проходит один раз в 5 лет. Вот в этом году у нас выпускной класс, 5 класс, и в следующем году, конечно, мы планируем делать набор на отделение искусства театра. Ну, Музыкальное каждый год? Да, значит, хореографическое каждый год. Хоровое направление ежегодно. Значит, школа изобразительных искусств имени Ким тоже ежегодно делают отбор индивидуальный детей на обучение. Ну вот театральное, к сожалению, не каждый год, но такое бывает. Такое бывает. Как пандемия повлияла на школьное образование, ну и вот на вашу школу искусств? Потому что понятно, что все, когда перешли на удаленку, общеобразовательным было сложно, да, учителям. Но я представляю, как сложно учителям музыки. То есть это же невозможно дистанционно. Вот 2019 год, апрель месяц. Вы знаете, это, конечно, буквально полоса, которая разделила нас до и
после, да, что произошло. Для нас это было что-то вообще невообразимое. Мы никак не могли понять, как же мы будем обучать детей, как мы сможем их научить играть на скрипке, на фортепиано, на баяне, на домбре. То есть как мы вообще сможем обучать хореографов, которые классический танец, это постановка у станка. То есть это, вот вы знаете, мы буквально были потрясены этим, потрясены. Если, допустим, блок теоретических дисциплин, таких как сольфеджио, тоже тяжело. Музыкальная литература, гуманитарный предмет, можно рассказать, можно подключить, можно показать. То вот те направления, которые уже связаны с обучением на музыкальном инструменте, это, конечно, было очень сложно. Преподаватели осваивали, мы все вместе осваивали вот эти современные технологии, как что друг у друга учились. И, конечно, очень отрадно, что нам в этот период помогла Ирина Ефимовна Домогацкая, которая буквально сразу же в апреле месяце провела курсы повышения квалификации и о том, как можно организовать работу детских школ искусств в условиях вот этого дистанционного обучения. Первый опыт был сложным, не все у нас получалось, но вы знаете, оказывается, обучаются учащиеся дети, обучаемся вместе с ними мы, но при этом, конечно, мы должны сказать, что качество обучения, оно дает свои результаты, потому что дети практически и в прошлом году у нас очень сложно состоялся запуск обучения, потому что и в прошлом году с 1 сентября мы учебный процесс начали дистанционно, и только в декабре месяце уже приступили к реализации вот образовательных программ индивидуального обучения в очном формате. Ну вот этот год тоже тревожно проходит, лето проходило, но очень нам приятно, что вот 1 сентября пока никаких изменений нет, и мы планируем, что детская школа искусств откроет свои двери для обучения и наших вновь принятых, да, детей первоклассников и всех других учащихся в очном формате. То есть... Ирина Петровна, а что-нибудь отличает вот вашу школу, которая расположена в Якутии, от там, других музыкальных школ? То есть, может быть, есть там занятия на хомусе, может быть, есть какие-то уроки, на которых есть знания, традиции, культуры народа Саха? Ну, безусловно, наша республика является субъектом Российской Федерации, поэтому мы и обучаемся по всем требованиям, и у нас все документы идут, они подкреплены Министерством культуры Российской Федерации. Но, тем не менее, безусловно, наша республика поддерживает, да, свои и развивает свои традиции. И, конечно же, вот этот так называемый национально-региональный компонент, он присутствует во всех образовательных программах. То есть, если мы обучаем детей на музыкальных инструментах, они обязательно изучают, да, и исполняют репертуар якутских композиторов. Пусть это будет хоровое направление, да, это песни якутских композиторов, это песни мелодистов. Пусть это будет музыкальное направление, это и переложение, да, якутских композиторов. Ну и, безусловно, как мы можем свою культуру, да, изучать, принимать, продвигать, да, и мы говорим и знать, если мы это теоретически тоже не подкрепим. Есть такой у нас блок, это блок истории и теории музыки, где есть предмет музыкальная литература. И вот наши преподаватели в учебную программу по музыкальной литературе ввели целый блок, который посвящен как раз-таки изучению якутской музыкальной культуры. Якутская музыкальная литература, где изучается и по десятилетиям, да, то есть как развивалась музыкальная культура в Якутии, где композиторы, их творчество, да, и, безусловно, то, что происходит у нас сейчас в республике в настоящее время, да, какие коллективы у нас здесь, в каких театрах. Почему? Потому что, все мы знаем, что очень сложно, да, ребенка привести в театр для того, вот в оперный театр, чтобы он послушал оперу. Если мы говорим о хореографическом отделении, конечно, безусловно, танец. Да, танец, вот вам пластика, движение. Это не только классический, это и народно-сценический танец. Да. Это обязательно у нас в вариативной части есть якутский танец. Да. Дети изучают не только якутский танец, это и венкийские, кагирские танцы. Танцы народов Севера. И поэтому это же как раз-таки у хореографов. Это вам костюмы, это пластика, это движение. И дети, вот вы не представляете, насколько раскрепощенно они чувствуют себя на сцене, и насколько
насколько они артистичны. Возьмем это направление, в любое направление в детской школе искусств возьмите, оно так или иначе будет связано с национальной культурой. Да, я помню, я сама училась в детской художественной школе, и когда разговаривала там с кем-то в Москве, кто тоже учился в художественной школе, они все очень удивлялись, что у нас на скульптуре было косторезное. Но это есть и сейчас, да, резьба по кости. И вот посмотрите, да, практически в каждой детской школе искусств по всей нашей республике есть отделение музыкальный фольклор. Спасибо вам большое, Ирина Петровна. Спасибо вам за встречу, которая у нас сегодня с вами состоялась. Школа – это первая серьезная ступень для ребенка во взрослую жизнь. Образование и опыт, что получает человек в стенах школы, определяет не только его будущее, но и будущее страны, в которой он живет. Сегодня мы связались с нашими соотечественниками из разных стран по всему миру, чтобы задать вопросы о школьном образовании за рубежом. Германия – страна с высоким уровнем жизни, где и ценности, и ориентиры немецкого общества закладывают еще со школы. В чем секрет немецкой школьной программы, узнаем у Валентины Хакимуллиной. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, где вы живете в Германии и ходят ли ваши дети в немецкую школу? Меня зовут Валентина. Мы живем в Германии уже 10 лет. Приехали мы с Урала, с семьей мужа. У меня 3 деток, и старшей дочке 7 лет, и она ходит сейчас, да, во 2 класс, так что, да, могу сказать, что мои дети ходят в немецкую школу. А начало учебного года в Германии как-то отмечается? Существуют ли особые традиции? Это вообще считается праздником? Отмечается. Но я хочу сказать тут немножко, что такого традиционного 1 сентября в Германии нет, потому что в Германии федеральные земли, и все они начинают учебу в разное время. Это сделано для того, чтобы не загружать дороги в Германии, да, когда, вот, например, начинаются каникулы, все родители, все дети уезжают в отпуск. И чтобы избежать этого коллапса, сделали так, что все дети в разных странах, в землях, уходят в разное время на каникулы. Наша земля в этом году уходила на каникулы в июле, и 18 августа должны были начаться уже занятия в школе. То есть летние каникулы, они не 3 месяца, как в России, да, а гораздо короче? Гораздо короче. Порядка, если не соврать, 6 или 8 недель где-то каникулы летние. Но при этом у них и в течение года, да, осенние, зимние, весенние каникулы, и все они около 2 недель длятся. Зимой даже, может быть, чуть больше. То есть все это как-то распределено в течение года, чтобы не было потом такого большого перерыва. Это еще и потому, что родители летом работают, да, им как-то нужно деток устраивать. Здесь не так распространено оставлять, например, деток с бабушками и дедушками. Бабушки, дедушки тоже многие работают. В общем, все тут в этом плане продумано. А есть такое, как вот детские лагеря? К сожалению, это тоже не так распространено. То есть я знаю, что есть какие-то лагеря, да, такие как на недельку или там дни на 5. Часто это делают какие-то церкви, да, или организации. Но такого, что сдать ребенка, условно, да, сдать на месяц, такого здесь нет. То есть родители ездят с детьми в отпуск, и это, собственно, все. А по поводу 1 сентября, если говорить про первый учебный день, да, в Германии, конечно, это для деток праздник. И, конечно, есть традиция. Я вот эту традицию держу сейчас в руках. Это так называемый шультюта, школьный пакет, мешок, не знаю, как его обозвать. Это такой атрибут первоклассника, с которым все детки идут в школу. И это очень действительно такая интересная традиция, потому что этот мешок, он на самом деле вот очень огромный. Я не знаю, как вам показать, он правда очень большой. И первоклашки, когда идут в школу, держат их, они почти с них ростом. Что туда кладется? Родители туда складывают какие-то
не знаю, сладости, подарки, что-то, что может подсластить переход из детской как бы жизни, да, уже в жизнь взрослую. Вот такая традиция. Этот мешок я мастерила сама для дочки, исполнила заказ, как показать, да, вот так, да, лучше. То есть она хотела непременно черного коня, тут имя ее, там цвета, чтобы подходило к рюкзаку. Вот, ну, в общем, вот такая есть традиция в немецкой школе у первоклашек. Очень здорово. То есть, получается, в этом мешке не подарки учителю, а то, что ребенок Нет. хочет внести с собой. А сколько лет Да, учится? это для деток. А сколько лет учатся в школах в Германии? Какие основные экзамены сдают? В Германии очень непростая, конечно, система, она немножко отличается от российской. Здесь есть начальная школа, и она длится примерно, ну вот в нашей, например, школе детки будут учиться, и моя дочка будет учиться до 4 класса. Это так называемая начальная школа. После нее детки получают, как это сказать лучше, распределение, да, или рекомендацию от учителя, куда этот ребенок в связи со своими способностями может пойти учиться дальше. То есть если ребенок на протяжении этих 4 лет показывал себя хорошо, имел хорошие отметки, то ему дают направление в гимназию. Гимназия — это, скажем так, высшая форма такого среднего образования в Германии. Вот. Но и учиться там, говорят, непросто. Я здесь не училась, конечно, сравнить не могу. Вот. И там детки учатся до 10 класса и, нет, до 11, по-моему, 12-13 год делают так называемый абитур. Это уже дает право потом, если у ребенка есть абитур, поступать в высшее учебное заведение. Вот, в общем, если ребенок учится чуть хуже, да, и он не может по своим оценкам попасть в гимназию, то он идет в общую школу, Гезамтшуле. После нее есть возможность сделать абитур, но это сделать сложнее. Просто программа образования немножко другая, да, то есть ребенку нужно прям сильно стараться, прикладывать усилия. Вот. После этого дети идут в университет, да, если хотят. Если нет, то получают тоже какое-то профессиональное образование. Часто это что-то вроде слесарь или водитель, или маляр, ну, какие-то такие рабочие профессии. То есть, в принципе, не то чтобы сразу после начальной школы можно уже ребенка куда-то распределить. Нет, у него всегда есть шанс, но уже какое-то направление даже уже после начальной школы можно определить, да, у То есть ребенка. профориентация получается чуть ли не после начальной школы. Начальная профориентация, да? Так получается? Да. А Это домашний- дает деткам такую мотивацию стараться учиться, если они хотят потом пойти учиться, например, в университет. Ну и в университет дети идут намного старше, чем у нас. Валентина, а домашние задания задают? Или больше в классе в проекте работают? Задают, да? Задают, но есть группы, да, деток, которые остаются после школы, они выполняют домашние задания прямо там. Это те детки, у которых родители работают или не могут их забирать вовремя. Вот. Если детки идут после школы домой, то они делают домашние задания дома. И нам рекомендуют не сидеть с детьми, не выполнять домашние задания с детьми, выделять детям время, ну то есть чуть ли не ставить будильник, вот 30 минут, пожалуйста, твое время, ты выполняешь домашнее задание самостоятельно. Если есть вопрос, подходишь, мы тебе помогаем, вот, что-то объясняем. Но такой системы, что я сижу с Амелией, например, с дочкой, да, и делаю домашние задания, такого у нас нет. Она делает все сама. Классно. А вот участие в школьной жизни, то есть какие-то там деньги на что-то сдавать, родительские комитеты, вот это вот есть в Германии? Это есть тоже, вы не поверите. Вот буквально на днях я была на родительском собрании, и мы выбирали маму, которая будет, так скажем, ответственная, да, она напрямую будет общаться с нашей учительницей, да, и как-то, да, коммуницировать с ней и передавать что-то уже потом всем остальным родителям. Это есть тоже. Деньги мы сдали, скажу сколько, мы сдали 20 евро, но это абсолютно решаемо. То есть нам наша учительница сказала, да, давайте решим, какую сумму. 10 евро, все родители сказали, ну, в прошлом году сдавали 20, в чем проблема, можем мы в этом году сдать 20, ну, это не вопрос. Деньги сдаются на
какие-то вещи, если потом что-то в течение года деткам покупается, или какой-то подарочек, например, к дню рождения делаются, да, и ребенку дарится. То есть вот на такие нужды все, что касается обеспечения, там, например, здания, комнаты или учебников, это, конечно, все делается самой школы, да, мы покупаем, ну, только какие-то карандаши, там, тетрадки, что-то вот нас просят купить по списку. Учебники нет, учебники предоставляются. Спасибо большое, Валентина, за подробные интересные ответы. Вам успехов и Амелии успехов в школе, отличных оценок. Спасибо большое, была рада участвовать в вашей передаче. Образование в Англии известно во всем мире. Частные школы для мальчиков и девочек, красивая форма, старинные школы, пансионы. Многие родители мечтают отправить своего ребенка в подобное заведение, вдохновляясь фильмами и книгами. Мечтают, чтобы их дети учились вместе с аристократами из знатных английских семей. Что говорить, ведь даже Джоан Роулинг, вдохновляясь образом английских школ, когда создавала всеми любимую серию книг о Гарри Поттере. Чтобы узнать, так ли сказочное образование в Англии, мы решили поговорить с жителем Лондона Павлом Андрейченко. Добрый день, Павел. Расскажите нам, пожалуйста, о себе и о вашей учебе в английской школе. Спасибо большое за приглашение. Меня зовут Павел. Я родился, вырос и выучился в Великобритании. Здесь же я и закончил университет. И сейчас уже после окончания учебы работаю в финансовой индустрии в лондонском Сити. В Англии, как и все остальные дети, я начал свой первый класс в 4 года в государственной младшей школе в восточной части Лондона, но потом в 11 лет перешел после сдачи вступительных экзаменов уже в частную среднюю школу под названием Bancrofts, где я пробыл с 7 по 13 класс. На самом деле Bancrofts достаточно типичная частная школа для Великобритании. Она занимает солидное место в школьных рейтингах, имеет достаточно длинную и интересную историю. Изначально, когда школа открылась в первой половине XVIII века, это был пансион для мальчиков, прежде всего из бедных семей. Но уже к 70-м годам прошлого столетия школа стала полностью независимой от государства, начали принимать девочек, был упразднен пансион, поэтому сейчас достаточно современное учебное заведение, хоть и со своими традициями. В целом мой школьный опыт мало отличался от школьного опыта многих других англичан, которые сейчас учатся в частных школах по всей стране. Тем более, что практика частных школ здесь достаточно развита. Ну и вдобавок хотелось бы заметить, что я также экстерном закончил 4 по 9 класс уже российской посольской школы здесь, в Лондоне. Поэтому имею и определенный опыт уже российской системы образования. Скоро 1 сентября, День знаний. Празднуют ли его в Англии? Есть ли в Англии какие-то торжественные мероприятия, традиции, посвященные школе? Да, спасибо большое за вопрос. Знаете, в Англии нет ничего подобного 1 сентября. Начало школьного года часто меняется из года в год и зачастую даже зависит от отдельной школы. Вообще, начало учебного года в Англии проходит достаточно рутинно и сухо. Обычно все дети собираются в школьном зале и слушают речь директора. В нашей школе, правда, был и школьный гимн, как и в некоторых других частных школах, которые мы должны были под конец еще и петь. Но в целом традиций и мероприятий школьных очень много, начиная от школьных форм и заканчивая методиками обучения. Зачастую у каждой школы даже свои традиции есть. Одной из самых распространенных это традиция хорового пения, которая может на первый взгляд показаться странным.
Но, тем не менее, обычно раз в неделю все ученики наши и других частных школ должны идти в школьную часовню и слушать речь нашего школьного священника или же речь другого учителя, прежде всего на разного рода нравственные темы, при этом обычно не религиозного толка. И уже по завершению речи мы всем классом должны были петь религиозные гимны, которые часто употребляются в англиканской литургии. Есть и другие традиции, к примеру, система так называемых школьных домов. Думаю, те, кто смотрел Гарри Поттера, уже знакомы с этой системой. Раньше дом это была физической частью пансионата, но сейчас во многих школах каждый школьник определяется в так называемый дом, который выполняет функцию определенной команды. То есть дома соревнуются между собой в спорте, в других состязаниях. И также внутри вот этих вот домов старшие школьники и учителя выполняют также надзирательную функцию и помогают уже младшеклассникам. Есть, конечно, и другие мероприятия, День памяти, к примеру, который проходит в ноябре каждого года к концу Первой мировой войны. И почти каждая школа чтит память погибших выпускников. У нас, к примеру, ставили венок к специальной мемориальной стеле, и к тому же почти каждая школа и отмечает дату своего основания. Поэтому в Англии очень много разных традиций, которые можно долго перечислять, но ничего подобного 1 сентября у нас нет. Расскажи, пожалуйста, о системе школьного образования в Англии. В чем специфика? Есть ли разница? Ну, конечно, есть, но какая есть разница между частными и государственными школами? Спасибо. На самом деле это достаточно сложный вопрос. Знаете, вся система английского школьного образования очень специфическая, и частные школы играют в ней роль больше, я думаю, чем в любой другой стране мира. В общем, как вы уже отметили, школы в Англии делятся на частные и на государственные. Но внутри этих категорий есть еще и очень серьезные различия. Есть школы исключительно для одного или для другого пола. Есть школы-интернаты, в которых школьники живут. Есть школы религиозные, католические или англиканские, куда доступ открыт почти исключительно членам той или иной церкви. Есть так называемые grammar schools, то есть государственные школы, куда можно попасть только после прохождения вступительных экзаменов, но при этом обучение бесплатное. Есть отдельные так называемые public schools. Это 9 самых известных и самых старых частных школ в Англии, из которых выходит значительная часть английской элиты. И, конечно, при этом то, в какой школе ты учился, имеет колоссальное значение. Порядка 20 британских премьер-министров, включая нынешнего, выходцы одной лишь только школы. Это известно. И школа Итон. Частные школы, безусловно, располагают значительными ресурсами и в среднем уделяют своим ученикам больше времени, больше внимания при учебе и при поступлении в университет. Я видел цифру, что несмотря на то, что всего лишь 6% всех детей учатся в частных школах,
Их доля в самых элитных университетах Великобритании порядка больше 25%. Ну и, конечно, потом уже в жизни то, кого ты знаешь со школы или какого-то социального класса, имеет огромную роль. Что касается специфики обучения, во-первых, очень сильно карается списывание и ценится в целом академическая честность. К тому же во школах следят за внешним обликом, ученики должны быть опрятны, мальчики должны быть выбриты, форма должна быть форма обязательна. И, пожалуй, может, самая важная специфика это то, что школы, конечно, во многом сегрегированы по социальным классам и по способностям учеников. Поэтому зачастую многие школьники пересекаются лишь только со сверстниками из очень похожих социальных семей. А как твои родители участвовали в школьной жизни? Помогали с уроками? Спасибо за вопрос. Мои родители всегда высоко ценили качество школьного образования. И во многом то, что я попал в частную школу, и что я прошел вступительные экзамены, это их заслуга. Конечно, к тому же частная школа – это еще и значительная финансовая инвестиция, которую не надо недооценивать. Помимо этого, мои родители настаивали на том, чтобы я учился и в русской посольской школе здесь, в Лондоне. Для них всегда было важно, чтобы я не терял связи с Россией и имел бы достаточно широкий кругозор. Но в целом, чем старше я становился, тем независимее я был в плане непосредственно уже школьной работы. Но если требовалась помощь, я всегда мог на родителей надеяться. Вопросы организационные и вопросы того, чем непосредственно школа занимается, мои родители не очень сильно ввязывались, к тому же родительский комитет не был активным, но тут уже особенность школы сказывается. В целом, да, родители способствовали моему поступлению и в частную школу, и в элитный университет впоследствии. Но, конечно, в учебе ключевую роль всегда играет только сам ученик. Спасибо большое. Спасибо и удачного учебного года. Всего доброго. Соседка Англии, легкая и беззаботная Франция, всегда отличалась прекрасной системой школьного образования, построенных на принципах Французской Республики. Свобода, равенство, братство. Витает ли дух свободы в коридорах французских школ? Узнаем подробности у Вадима Симона. Добрый день, Вадим. Расскажите, пожалуйста, о себе. В каком французском городе вы учились? Знакомы ли с российским школьным образованием? И, может быть, можете сравнить? Да, добрый день. Я учился во Франции, в городе Кламар. Это находится в 10 километрах от Парижа. Собственно, даже можно сказать, что это сам Париж. Я учился в начальной школе во Франции, но старшую школу я уже заканчивал в России. И таким образом могу сравнить плюсы и минусы, скажем так, и той, и другой системы. Более того, у меня есть братья, которые тоже учились в разных классах, более старших, более младших. Поэтому я собрал всю эту базу знаний и с удовольствием поделюсь теми самыми отличиями, которые и представляют интерес нашему российскому школьнику и родителям. Ну вот в чем основные отличия? Чем система школьного образования французская помогает человеку в будущем? То есть практические навыки или, может быть, круг общения какой-то важный? Самые большие отличия, они связаны с управлением системой образования.
Дело в том, что так же, как и в Германии, предыдущий спикер говорил, во Франции школьное образование делится на 3 главных этапа. Это, соответственно, начальная школа, которая начинается с 3 лет и длится до 10 лет. Дальше это то, что называется по-французски колледж, но на самом деле это образование, которое длится с 10-11 до, соответственно, 16 лет примерно. И дальше это уже непосредственно 3-я стадия, которая называется лицей по-французски, и она занимает последние 3 года обучения. И вот каждый этап образования, он управляется на разном уровне муниципальной власти. Получается, что начальная школа, она управляется муниципальными властями, то есть непосредственно местными. Второй этап, он уже переходит на более такой высокий уровень муниципального управления, а 3-й этап, он уже региональный. Получается, что если говорить про обычного школьника, то он начинает свой путь со школы, которая находится в 200 метрах от его дома, ну там или в километре, может быть, ну в общем очень близко. Дальше он переходит в школу, которая находится, скажем, там, в 5-10 километрах, а в последний этап он уже добирается на общественном транспорте, пешком не дойти. И более того, получается, что там самые маленькие дети, они не контактируют с детьми постарше, и, соответственно, вот эти вот средние не контактируют с самыми старшими. Таким образом, ребенок остается в рамках своей какой-то возрастной группы и не подвергается там пагубному воздействию более старших поколений, если такое может возникнуть. Второе главное отличие, которое я бы назвал, это продолжительность рабочего дня в школе, скажем, рабочего. Учебного. Продолжительность учебного дня в школе отличается. Он начинается в 8:30 утра. Для некоторых случаев, если родители, скажем, работают, можно привести ребенка в 7 утра в школу, он будет на такой как бы продленке, только наоборот. Собственно, классы начинаются с 8:30 и длятся до 16:30, то есть получается вполне себе большой учебный день с возможностью остаться на продленку дальше. Но надо понимать, что такая продолжительность, она обусловлена не тем, что больше классов и люди как бы больше учат, а тем, что перемены гораздо дольше. Климат позволяет иметь при школе школьный двор, и перемены длятся 20 минут, 1,5 часа, самая большая перемена длится. Еще одна перемена 20-30 минут. И получается, что все это время дети проводят в школьном дворе и общаются между собой. Таким образом, вот можно сказать, что с самых юных лет закладывается опыт общения с людьми своего возраста, который постепенно, собственно, перетекает там, из года в год в разные стадии, получается, развития человека. Я бы сказал, что это главное отличие от российской системы, потому что в России перемены 5 минут, и получается, что нет времени, по сути, ни поиграть, ни побегать, ни поноситься. То есть за счет того, что есть школьный двор, и люди в нем бегают, то отпадает потребность в физкультуре как таковой. Там кошки, мышки, другие игры. Вот игра в бисер, традиционная игра для школьных дворов во Франции. Получается, что вот это второе отличие. Ну, можно назвать еще третье. Это каникулы. Летом каникулы длятся 2 месяца. Это обусловлено тем, что на протяжении года каникулы дольше. Скажем, в сумме получается примерно такое же количество дней каникул, но за счет, опять же, я полагаю, что это связано с климатом, что можно там зимой более мягкий, поэтому можно куда-то поехать в отпуск или там в лагерь какой-то поехать, а летом, соответственно, 2 месяца это считается достаточно для летнего лагеря и для отпуска с родителями. Еще одно отличие, которое я бы хотел отметить, это то, что во Франции 4-дневная рабочая неделя, учебная, опять же, я оговорился, 4-дневная учебная неделя для школьников. Таким образом, в среду дети не идут в школу никаких возрастов. В среду полагается, что дети могут либо провести там, день с родителями, если там мать или отец не работают, либо могут отправиться в муниципальный культурный центр, и там им будет предложено какие-нибудь игры, какие-нибудь
спорт, еще что-нибудь. Это вот все организуется в зависимости от города, от муниципалитета, в котором находится ученик. Спасибо вам огромное, Вадим. Вы прям все рассказали, у меня даже вопросов больше не осталось. Спасибо. Школьные годы – это прекрасная пора, время открытий, знаний, дружбы, первой любви. Школьные воспоминания остаются с человеком на всю жизнь и согревают в самые холодные дни. И не так важно, в какой стране проходит обучение, чем отличается система образования. Школа была и будет устойчивым фундаментом, на котором каждый может построить такую жизнь, о которой мечтает. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15, расскажем, чем живет Якутия.